Не всем надо становиться лидерами. Очень многих это принципиально не интересует. Их интересует работа, какая-то постоянная занятость, некое достижение каких-то определенных результатов в жизни и при этом получение там материальных благ и свободного времени. Ну вот, пожалуйста, применяй себя. Важно очень объяснить и дать понять молодым, что тебе не обязательно сидеть дома, в сквере с друзьями. Ты можешь пойти и заработать деньги, применить себя. Результатом и тем направлением, которое должно развиваться дальше, после года молодежи, это должно быть некое саморазвитие, что ли, молодежи, уже без помощи со стороны государства, там, различных организаций, бизнеса и так далее. То есть молодежь должна сама в себе формировать дальше стратегию своего развития. То есть я могу привести пример. Мой хороший знакомый Станислав Хартов, чей проект был поддержан на Селигере компанией Роснано, сейчас собирает очень большую молодую команду из ученых молодых, экономистов, пиарщиков и так далее. То есть у него очень масштабный проект, и у него порядка нескольких десятков человек уже задействовано. То есть он уже сам своими силами ведет за собой молодых людей и показывает им, как они могут себя реализовать. Пусть 90% уйдет из его команды. Но они, по крайней мере, увидят, что своими силами, своей инициативой, они, по крайней мере, увидят, что вообще происходит и каким образом молодежь участвует реально в жизни своей страны. В 2010 году, я надеюсь, молодежная политика приобретет новый смысл, будет больше новых качественных проектов, будет больше новых молодых лиц. Я думаю, что количество участников молодежных проектов только увеличится. Со своей стороны, в бюджете города Красноярска удалось сохранить финансирование молодежных центров, финансирование 2 городских целевых программ, финансирование на поддержку молодежных проектов. Поэтому осталось только за вами, молодежь, за то, чтобы участвовать в этой молодежной политике. Со своей стороны, для меня год молодежи стал проверкой на прочность. Я для себя сделал выводы, что нужно постоянно совершенствоваться, постоянно заниматься самообразованием и не бояться рисковать, и не бояться принимать решения.